По указу главы региона в республике создан волонтерский корпус. Более 500 добровольцев в эти дни помогают пожилым людям старше 60 лет, а также маломобильным гражданам, которые также входят в категории наиболее уязвимых к коронавирусной инфекции. Штаб работает на базе общероссийского проекта ОНФ. Это значит, что заявки принимаются со всей России, а далее распределяются по региональным штабам. Наш корреспондент Ульяна Шагина подробнее о работе якутских волонтеров. У волонтеров на руках несколько заявок. Кто-то покупает продукты, кто-то медикаменты. Все это незамедлительно доставляется до адресата. Оплата также происходит после доставки. Пожилые довольны, особенно те, кому не у кого просить помощи. В общем-то, я подвижная старушка. До сих пор ходила, нормально, все сама обслуживаюсь. Но поскольку, говорят, это для стариков опасная штука, и вот я сижу в своей квартире заточений. Молоко, творог, гречка, конфеты, а также медикаменты и бытовая химия. Все необходимое добровольцы собирают в пакеты и отвозят пожилым и инвалидам, находящимся в самоизоляции в период пандемии, прямо до дверей квартиры. Приняли всю заявку, оформили, созвонились непосредственно с заявителем, уточнились по ценовой категории. Да? В данном случае была заявка именно на местную продукцию. Каждый из волонтеров приходит сюда по доброй воле, не прося ничего взамен. Ведь здесь главный принцип – оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Мой долг – помогать прежде всего для граждан. Ну и, конечно же, вообще для нашего города. Дезинфицирующие средства. В волонтерском штабе, куда и поступают заявки, с утра кипит работа. Звонки принимаются по единому номеру круглосуточного колл-центра 8 800 200 34 11. Сюда может позвонить любой житель страны. Далее заявки распределяются по регионам. За пару дней отработано уже 11 заявок. Но их будет больше, уверены волонтеры, поэтому и количество добровольцев не ограничено. На сегодняшний день количество активистов уже стало больше 500. И на самом деле надо отметить, что сюда входят не только молодежь, да, но и взрослые люди до 50 лет. Мы всех желающих регистрируем. Кто-то приходит с помощью на своей машине, говорят, у меня машина есть, бензин не требует. И благодаря их помощи мы развозим продукты первой необходимости, лекарства, может быть, выносим мусор и так далее, если это необходимо. Перед каждым выездом обязательная инструкция. Выдаются перчатки, маски. Одно из главных условий – как можно меньше контактировать с пожилыми, которые входят в категорию наиболее уязвимых к коронавирусу. За вчерашний день, например, было отработано 6 заявок. Поступило 6 заявок. Максимально все мы исполняем в день поступления. Сегодня такие отряды сформированы во всех районах республики. Пожилые граждане с инвалидностью могут не только оставлять заявки на необходимые покупки, но и в целом обращаться по любым вопросам. Ни один звонок не останется без внимания. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск.